будущее нашей республики, страны и мира. Дорогие друзья, нам важно, чтобы дети с малых лет увлекались наукой и технологиями, учились критически и креативно, учились работать. Надо повышать роль и участие науки. В условиях изменения климата нашей жизни на вечной мерзлоте необходимо исследование в области инженерной безопасности жилья, инфраструктуры, научно обоснованные исследования схем энерго- и теплоснабжения, новых для строительства и дорожного хозяйства. В свете событий этого года кратно повышается важность исследований в области медицины. Задачи будут решать государственная программа научно-технологического развития республики до 2020 года. Нужна бюджет с текущего 2021 года научные исследования и разработки направили не менее 100 миллионов рублей. Научность – новый шаг пути научного знания. Наш сегодняшний продолжение пути великими людьми, чьи уже машины. Вы все продолжаете делать, те, кто с звуков Якутска, научных школ, космофизики, геологии и других людей. Желаю участникам и организаторам 9-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия. Слова заместителя министра образования организационного проведением Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» Михаилу Сяжному. Республики достучаться дома нашей республики, и вот людей мало доверия. Уважаемые участники торжественного открытия фестиваля вспомните Льва Толстого. Дело науки, люди. План науки на территории. Он включает в себя крупных тематических. Это наука, это арт, это молодежь в науке. И вот олимпиады, конкурсы, выставки, семинары, конференции, заседания, многие другие формы научных мероприятий проходят в течение всего года. Те уважаемые, которые ранее, которые присоединились, подключились по всей республике, именно нашим гостем был президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев. В этом году у нас 15-й раз пройдет форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». В целом, фестиваль науки «Наука 0+» – это одно из крупнейших мероприятий в масштабе всей страны, проходит во всех субъектах и подключает и школы, и детские сады, и тех людей, кто находится на заслуженном отдыхе, тех, кто сам активно занимается наукой, либо только планирует для себя это сделать. Действительно, Министерство образования и науки нашей республики, мы как орган госвласти в сфере образования и науки ежегодно формируем организационный комитет, проводим работу по определению регионального оператора, основных участников. Вот уже который год таковым у нас региональным оператором фестиваля является Северо-Восточный федеральный университет. От имени организационного комитета, от себя лично благодарю весь состав регионального оператора в лице Евгения Эдуардовича Соловьева. Да, желаю ему лично большого успеха. Совсем недавно Евгений Эдуардович стал проректором по науке и инновациям нашего федерального вуза. И это тоже шаг вперед, знаменательное событие этого года науки и технологий здесь у нас в республике. Всем организаторам мероприятий Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в нашей республике желаем успешного проведения мероприятий. Много их, действительно, в серии мероприятий будут определены лучшие участники, лучшие лекторы.
формат предзаписи сделан, очень много чего останется, чем можно будет пользоваться в течение учебного года. И даже если в этом году для кого-то из ребят это покажется слишком сложным, пока еще не хватает знаний, пока еще маленькие, да, обучаются в младших классах, либо в детском саду, можно будет воспользоваться этим чуть позже и все время иметь возможность работать с материалами, которые для вас с любовью записали ведущие ученые и преподаватели, работающие в нашей республике. Я вот от имени оргкомитета выражаю тоже слова благодарности всем тем, кто откликнулся на наш призыв, предоставил призы, сертификаты, книги, наверное, что самое ценное, и многое другое. Например, подведомственная организация нашего министерства, Министерства образования и науки, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», он специально анонсировал предоставление 5 сертификатов на участие в профильной смене «Мы – будущее России» в январе-феврале 2022 года. Малая академия наук также 5 сертификатов на прохождение обучения по программе «Атмосфера науки». Традиционно 3 сертификата Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Путевка в спортивно-оздоровительный лагерь связиста на профильную смену. Это мы уже планируем с вами то, чем будем заниматься летом, во время летних каникул 2022 года. Академия наук республики предоставила 30 ценных экземпляров различных книг, тоже, значит, обладатели которых будут определены в эти несколько дней проведения фестиваля. Как я уже упомянул, в декабре этого года, то есть совсем скоро, буквально через 3 недели, планируется проведение уже 15-го форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Представители научного сообщества с 2007 года активно принимают участие в этой программе. И вот мы призвали в этом году, как учредители, да, Министерства образования и науки, в наших профессиональных образовательных организациях. И вот сегодня мне буквально сообщили, что Совет директоров профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования республики в этом году принимает участие как организатор мероприятий фестиваля науки, ну и не только как организатор, это не первый год. Они тоже предложили ряд своих сертификатов. Институт развития профессионального образования, сертификат на прохождение обучения по программе повышения квалификации. То есть мы смотрим и другие категории, педагогов, специалистов, которые участвуют. Якутский колледж технологии и дизайна, 9 сертификатов на мастер-класс по теме основы техники и рисования, основы 3D-визуализации, постановка рисунка фигуры человека, Верхневилюйский техникум. Также 6 сертификатов вручит 6 модераторам своих мероприятий, которые он проводит в рамках фестиваля науки и культуры. Намский педколледж. Также 4 сертификата на право получения образовательных услуг по 2500 рублей в течение вот этого текущего учебного года. Также по 2 сертификата на участие в мастер-классах предоставляет Центр опережающей профессиональной подготовки, транспортный техникум, Якутский коммунально-строительный техникум, финансово-экономический колледж имени Фадеева, Якутский технологический техникум сервиса. Очень многие подключились к этому процессу. Арктический государственный агротехнологический университет предоставил подарочный сертификат на сумму 1002 и 3000 рублей на приобретение рассады однолетних цветущих растений. Институт мерзлотоведения откликнулся и предоставляет возможность бесплатного посещения экскурсии универсальный маршрут площадью вечной мерзлоты, музей истории. И в этом году традиционно за привлечение участников к участию в мероприятиях фестиваля мы заинтересованы, чтобы действительно учителя, педагоги, воспитатели, преподаватели, представители управления образованием муниципальных районов республики, студенты, школьники и родители приняли участие в нашем фестивале. В этом году и Институт развития профессионального образования, и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» организует вот это взаимодействие с площадками ученых, которые созданы научными организациями и вузами. Новые открытия и свершения ждут вас, нас, всех участников фестиваля «Наука 0+». Всем участникам желаю таких познавательных, увлекательных, продуктивных нескольких дней знаний, научных открытий и исследований. Ну и также завершу словами Дмитрия Менделеева. Да, мы, кстати,
2 года тому назад проводили фестиваль в целом, наука плюс был посвящен созданию периодической системы химических элементов. Но вот Дмитрий Иванович Менделеев говорил, что границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно. Добро пожаловать в мир науки. Слово предоставляется генеральному директору Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук Михаилу Петровичу Лебедеву. Дорогие друзья, инициатором нашей прекрасной всероссийской системы движения Всероссийского фестиваля науки 0+, Московский государственный университет Михаила Ломоносова. Вот эту систему все, особенно наша республика. Наша республика особенная, и она чрезвычайно интересная для всех исследователей по широкому спектру научных направлений. Эти исследования начались сразу после того, как был образован Московский университет, потом Российская академия наук, 300-летие которого мы будем отмечать через несколько лет. И российские исследователи всегда свой взор обратили на Арктику, на крайний север, на условия нашей республики. И эти интересы продолжаются. Вы помните первую комплексную экспедицию, которую инициировал Максим Кирович Амосов, 27-летний вообще молодой парень, можно сказать, совместно с именитыми профессорами, академиками Академии наук Советского Союза начали и провели первую научную экспедицию, которая была в регионе. Эта экспедиция прошла в нашей республике. А сегодня мы видим, благодаря очень огромным усилиям нашего Илдархана, правительства, научного сообщества, университетов, всех образовательных структур, мы приходим уже к следующей ступени. Ступень, которая будет определять развитие не только республики, не только нашей страны, но и на мировом уровне. Вот на таких условиях мы находимся, такие вызовы стоят перед нами. Они должны определить многие научные, многие текущие вопросы, которые необходимы для всех жителей нашей планеты Земля. А для этого мы должны заниматься наукой. Вот еще раз хочу повторить, действительно, так вот млада до велика интересуется наукой. У каждого есть свое направление и какие-то свои идеи. Я желаю, чтобы в результате нашего фестиваля вот эти границы расширились, чтобы были добыты новые знания. Успехов! Слово предоставляется вице-президенту Академии наук Республики Саха-Якутия Сергею Вячеславовичу Попову. От имени Академии наук позвольте поздравить с началом 9-го уже фестиваля Всероссийского наука. Когда слово звучит «наука», и когда он «без границ» называется, то я сразу вспоминаю свои школьные времена, когда у нас такого слова даже тогда еще не было. И мы стремились к качественному образованию. То есть побольше решать задачи, побольше читать книг и побольше писать сочинения. И я хотел бы пожелать школьному сообществу, чтобы они этим и занимались, в общем-то. Что подтвердил и вот недавно приезжавший к нам
член президиума Госсовета при президенте РФ Партусевич Максим Яковлевич. То есть 5, 6, 7 классы ни в коем случае нельзя упускать. Если он хочет стать хорошим IT-специалистом, IT-направление научное – это есть качественное образование именно вот среднего поколения. А если он это упустит, то все. То есть начнет заниматься подготовкой к ЕГЭ после 10 класса, это уже ситуация хуже. Он может стать только тестером в IT какой-то компании. Так, что касается студентов, это качественное, естественное образование, это знание. Наука без знаний не бывает. То есть они должны в течение получения высшего образования, конечно, пройти очень много, в общем-то, предметов, ну и выбор своего направления, это фактически делается во время студенческих годов. Что касается старшего поколения, это уже ученые, защитившие диссертации и так далее, это научное сообщество нашей республики, они уже работают в этом направлении по национальным проектам «Наука», в рамках которой, в частности, республика во главе с нашей главой выиграла один из 15 научно-образовательных центров, стала межрегиональным научно-образовательным центром «Север» мирового уровня. Ну и я хотел бы добавить к этому, что в рамках этого НОЦа будут созданы, в частности, Всемирный центр мамонта. Я абсолютно убежден в том, что мамонты по Якутии через десяток лет, возможно, будут ходить по нашим просторам. Далее будет создан фармацевтический завод по биопрепаратов, который уже фактически я вижу, его первые шаги по созданию вот такого завода уже делаются через этот НОЦ. Далее будет создано криохранилище для будущих поколений семян растений. Поэтому для нашего будущего поколения, я так думаю, в научном направлении будет очень много перспектив. Хотел бы пожелать, чтобы вот это поколение молодежное, школьное, студенческое и научное, чтобы они действительно делали отличные мирового уровня результаты. Спасибо. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Константину Константиновичу Кривошапкину. Дорогие друзья, гости, участники фестиваля науки, разрешите всем вас поздравить с самым грандиозным у нас в республике научным праздником и пожелать всем вам успехов в данной очень интересной работе, мероприятии. Как основоположник фестиваля науки в республике Саха-Якутия, мне очень приятно сегодня присутствовать и с этой высокой говорить эту речь. Вспоминая историю, необходимо отметить, что фестиваль науки мы начинали 10 лет тому назад, когда делегация Северо-Восточного федерального университета по приглашению ректора Южного федерального университета Марины Александровны Боровской поехали участвовать на фестивале науки Южного региона Российской Федерации. И в огромном выставочном комплексе Вертол-Сити проходило масштабное мероприятие под названием «Фестиваль науки». Мы повезли туда все наши достижения в области науки. Это были экспонаты из музея Мамонта, бивни, кусочек хобота, кусочек шерсти, голова бизона, которая очень тяжелая была. Повезли наноматериалы, исследования в области языка, культуры, литературы. Также повезли очень интересные разработки кафедры
технологии обработки драгоценных камней и металлов физико-технического института. И увидев все это, участники, посетители фестиваля науки пришли в большой восторг, и они никогда не слышали, оказывается, многие из них, о республике Саха-Якутия, что есть такой регион где-то на севере, имеет такие интересные научные достижения, и впервые почувствовали веяние, даже холод нашей республики. И с этого момента мы начали уже участвовать в других фестивалях науки, уже в городе Москва, по приглашению ректора Московского государственного университета. И тогда мы уже как опытные участники тоже участвовали с большим вдохновением и успехом. Я вспоминаю наши викторины о Республике Саха-Якутия для всех участников экспоцентра, где победители были награждены нашими подарками из Республики Саха-Якутия. И вся эта деятельность началась 9 лет тому назад, когда силами Управления научно-исследовательских работ, отдела научно-исследовательской работы студентов, молодых ученых и специалистов во главе Нинель Васильевны Малышевой, эта работа началась в стенах корпуса факультетов естественных наук. Действительно, все новое – это сложное, все новое – это таинственное. Но для того, чтобы организовать на высоком уровне, Нинель Васильевна и Оксана Афанасьевна Логинова специально ездили в Москву учиться, как проводить фестиваль науки нашей республики. И все факультеты, кафедры Северо-Восточного федерального университета приняли активное участие и показали результаты своих научных исследований. А это был новый формат, это была не научная конференция, не научный семинар. И здесь был совершенно другой подход для фестиваля науки, где школьники, участники уже могли дотронуться своими руками, увидеть воочию своими глазами достижения науки, эксперименты, лабораторные работы и все то, чем богата наука. И мы начинали буквально только с 2000 посетителей. А сегодня уже посетителей становится 15 тысяч человек. И таким образом можно сказать, что фестиваль науки у нас в Республике Саха-Якутия – это один из самых грандиозных, самых крупных научных мероприятий у нас в Республике Саха-Якутия. Ведь наука, она невозможна без молодежи. Наука невозможна без вливания новых, свежих сил. И для этого надо готовить их с малых лет. И фестиваль науки целенаправленно работает над тем, чтобы дети, школьники уже с малых лет знали, что такое наука, что интересно заниматься научными исследованиями, открывать новые научные знания и сделать результаты. Дорогие друзья, сегодня вся республика у нас участвует в фестивале науки. И мы надеемся, что в будущем среди вас вырастут наши будущие научные светила, академики, профессора, которые сделают нашу жизнь еще лучше. И только благодаря науке будет научно-технический прогресс. Мы очень надеемся на вас, ребята, что в будущем, окончив вузы, аспирантуру, став уже научными работниками, точно так же вы будете продолжать нашу инициативу, нашу идею проведения фестиваля науки. Удачи вам в вашей учебе, работе, научных исследованиях и, самое главное, крепкого здоровья и процветания. Успехов всем! Спасибо! Слово предоставляется
ректору Арктического государственного института культуры и искусств Светлане Семеновне Игнатьевой. Уважаемые якутяне, уважаемые коллеги, дорогая молодежь, действительно, сегодня особенный такой праздник для тех людей, которые интересуются наукой, творчеством, искусством. Я очень счастлива, что наш Арктический государственный институт культуры и искусств сегодня является частью этого грандиозного всероссийского проекта «Фестиваль наука 0+». Тут надо говорить о том, что мы вспомним, наверное, то, что творческий вуз, вуз культуры и искусства, это всегда как-то ассоциируется тем, что это вуз, который занимается только творчеством. А на самом деле сегодня наш Арктический институт является флагманом науки, образования, культуры во всем арктическом мире. Это большое достижение. И сегодня то, что 21 проект представляет АГИКИ на площадке фестиваля «Наука плюс», это тоже огромное достижение. Сегодня в институте открыта аспирантура по культурологии, по искусствоведению, магистерские программы действуют. Наше молодежное научное сообщество принимает активное участие во всех научных конференциях, семинарах, фестивалях всероссийского уровня, занимают какие-то места, становятся лауреатами. И я вспомнила, вот Константин Константинович, когда говорил о том, что Северо-Восточный федеральный университет впервые организовал фестиваль «Наука плюс» здесь, в городе Якутске. Да, это было такое событие, это было совершенно новый проект, новое явление. Помню, как Михаил Юрьевич Присяжный нас агитировал, чтобы мы стали участниками этого фестиваля. Мы тогда, конечно, выглядели как творческий вуз, а сегодня наши педагоги, мастера, люди искусства так вдохновились этим проектом. И на основе научных познаний вы можете увидеть на портале «Наука» СВФУ лекции наших преподавателей, педагогов. Они такие интересные, такие познавательные. И я вспомнила тот момент, когда на совещании у заместителя министра науки и образования Министерства Российской Федерации я говорила о том, что наши творческие проекты, они должны приравниваться научным проектам. То есть персональная выставка художника, если эта выставка в результате издает какой-нибудь там хороший труд, чисто такой, да, научно-творческий, то, соответственно, он приравниваться должен монографическому труду. И вот это вот наше предложение услышано нашим министерством, и сегодня мы отчитываемся в разделе «Наука» и своими творческими глобальными проектами. В этом плане я очень горжусь, что у нас в республике Саха-Якутия вот этот синтез науки и искусства внедрилась как такой очень мощный коллаборационный инструмент. И я вас искренне поздравляю от имени профессорского, преподавательского состава, студентов нашего интересного творческого уникального вуза с началом работы нашего фестиваля. И я очень надеюсь и верю, что наши маленькие будущие люди науки и искусства будут внедряться в эту среду, в эту площадку, будут познавать новое, что-то интересное, ноу-хау и так далее. И хочу отметить, что наша молодежь, она очень талантливая. Вот в последнее время мы везде слышим, какие результаты дают наши молодые люди и в науке, и в творчестве, и в том числе в искусстве. Они действительно говорят об интеллектуальном капитале, интеллектуальном уровне нашей республики Саха-Якутия. Наша республика, действительно, регион является сильной республикой и в научном плане,
и в плане развития культурного капитала. Поэтому я желаю всем успехов, удачи и всего-всего самого хорошего, доброго. Добрый день. Слово предоставляется ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василию Климовичу Павлову. Ну, скажу я вам, что вспомнил слова Ньютона, который сказал, что ученый это подобен ребенку, который сидит и играет камешками. И перед ним огромный океан неизведанного. Да, и, соответственно, действительно, ребята, которые интересуются в очень раннем возрасте наукой и достигают больших результатов. Ну, допустим, тут же и Эйнштейна можем вспомнить, да, который 4 года уже всякие интересные вопросы задавал. И больше всего я хочу сказать, что нынешний фестиваль всегда, вот уже 9-й год, который проводится, имеет огромное виртуальное присутствие, которое позволяет нашим детям везде, по всей Якутии, узнать гораздо больше, чем они сейчас, да, так сказать, имеют возможность это узнать, и попутно узнать о том, что происходит и в других регионах нашей большой страны. Поэтому это вот замечательная такая возможность. Ну и, соответственно, значит, вспомнил еще замечательно интересную, значит, идею Сергея Вячеславовича, что здесь в Якутии можем мы возродить мамонтов, они здесь будут бегать. Вспомнил, что в 2019 году мы проводили Азиатско-Тихоокеанскую конференцию для юных исследователей, и здесь как раз стоял наш малазийский коллега, который сказал, если бы мамонты жили ученые в то время, то мамонты бы не вымерли, да, так сказать. Ну и, соответственно, это действительно правда. И у нас сегодня, я вижу, много наших, значит, коллег, которые раньше были членами нашей Малой академии наук, вот сидят, да, так сказать, приветствую вас, очень приятно вас видеть, и это говорит о том, что трансляция знаний всех этих традиций идет, и сегодня это такой замечательный пример, что мы здесь все собрались во главе со всем сонмом великих, значит, наших ученых, институтов, которые здесь создали удивительное и очень активное, энергичное сообщество научное, которое живет и работает. Спасибо, и я очень вас призываю, ребята, посмотрите, что здесь происходит, узнавайте побольше, и приглашаю вас всех в такое удивительное путешествие в мир науки. Спасибо. Слово предоставляется председателю студенческого научного сообщества Института математики и информатики, студенту 2-го курса Антону Данилову. Итак, добрый день, уважаемые участники и гости. От лица студенческого научного общества я очень хочу сказать то, что мы рады приветствовать всех участников и зрителей трансляции открытия фестиваля «Наука 0+.» Ну что же, давайте я расскажу немного о том, о своем собственном пути участия в фестивале науки. Я с ним знаком уже 3 года и могу сказать то, что могу с уверенностью сказать то, что он обладает гигантским педагогическим потенциалом. Участники на 3 дня погружаются в одно из самых перспективных направлений человеческой деятельности, которая с большим темпом набирает популярность в городе, стране, ну и в мире в целом. Ежегодно фестиваль представляет научные и инновационные достижения от вузов и научных организаций. Также представляются лекции от научных деятелей на невероятно огромный выбор различных тем. Каждый год, когда я прихожу на фестиваль науки, ну и как-то в нем участвую, я радуюсь. Радуюсь не только тому, что я узнаю много чего нового и познавательного, но и радуюсь тому, что я не один. Количество участников растет и растет, ну и интерес науки, конечно же, тоже растет. Студенческое научное общество тоже не раз принимало участие в фестивале науки. К примеру, было организовано несколько площадок по информационной безопасности, где показывался процесс пин-теста, а также процесс перехвата трафика. А для юных посетителей фестиваля был представлен гибрид ретро-консолей Dendy и Sony с 8-битными играми. В этом году мы тоже хотим организовать несколько мероприятий, и одно из них, кстати говоря, это игра в альтернативной реальности, называется Project T-Hunt. Кому интересно, можете поучаствовать, очень интересная игра. В конце открытия будет представлен небольшой ролик, где будут показаны все дальнейшие указания.
Если хотите поучаствовать, не пропустите. Ну что же, напоследок хотелось бы сказать то, что наука — это живой мир. Это мир, который строят люди для людей. И как раз таки такой фестиваль является окном в этот мир. Дерзайте, участвуйте в мероприятиях, ну и всего вам наилучшего. Спасибо. Дорогие друзья, в рамках фестиваля у вас есть возможность принять участие на более чем 230 мероприятиях. Это 105 онлайн-мероприятий и 138 увлекательных видео, предоставленные организаторами фестиваля для самого широкого круга участников, а также участвовать на мастер-классах и научиться новому. В этом году вы сможете посетить 77 мастер-классов, 69 лекций ученых на самые разные темы, посмотреть экскурсии по интересным местам и многое другое. С каждым годом растет количество участников фестиваля. В прошлом 2020 году в мероприятиях фестиваля приняли участие более 15 тысяч человек. Это школьники и их родители, студенты, преподаватели, представители научного сообщества, люди самых разных возрастов и профессий. Все это было бы невозможно без наших партнеров. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха-Якутия, Академия наук Республики Саха-Якутия, Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова, Институт геологии, алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Высшая школа музыки имени Босикова, Якутский институт водного транспорта, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Институт развития профессионального образования, Малая академия наук Республики Саха-Якутия, Музейный комплекс «Россия. Моя история». Информационным партнером является портал ikt.ru. Спонсорами фестиваля науки выступили резиденты бизнес-инкубатора OPEX, IT-школа Алтан, компания Non-Logic Games, компания Rered, компания RoboCraft, студия 3D-печати Toy. Также спонсорскую помощь оказали малоинновационное предприятие Amtech+, Якутская топливно-энергетическая компания, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», Академия наук Республики Саха-Якутия, Институт мерзлотоведения имени Мельникова, Якутский колледж технологий и дизайна, Верхневилюйский техникум, Намский педагогический колледж, Институт развития профессионального образования, Арктический государственный агротехнологический университет и другие. От имени участников и организаторов фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия разрешите выразить благодарность всем спонсорам и пожелать благоденствия. Напоминаем, что в этом году все мероприятия доступны на портале festnauki.svfu.ru. Для получения доступа к полному функционалу достаточно пройти быструю процедуру регистрации. Сегодня, сразу после церемонии открытия фестиваля, в 16 часов, не пропустите возможность принять участие на онлайн-лекции по очень интересной тематике в области архитектуры и строительства, от концепции до реализации. Также вашему вниманию предлагаем просмотр документального фильма «Неизвестный ковид», режиссер Сергей Антонов. Что такое постковидный синдром? Как понять, что тебя или твоего близкого постигло именно это заболевание? Как и почему коронавирус влияет на высшую нервную деятельность и психику? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти, посетив этот кинопоказ. И это лишь малая часть того, что вам предстоит узнать и увидеть. Всех участников торжественного открытия 9-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» Республики Саха-Якутия поздравляет артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени
имени Галины Михайловны Кривошапко Дмитрий Келлер. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша, неостраченная сила, неразгаданная грусть и возможная нет ни в чем тебе конца, ты веками непонятна, чужих верных мудреца. Сколько раз тебя пыталась